Бог говорит с вами о нерешенных проблемах в вашей жизни прямо сейчас. Может показаться, что среди невзгод надежды мало, но посреди образа жизни, направленного на богатство и удовлетворение, ваше сердце напоминает, что ваши победы празднуются и что вас поддерживают в трудностях. Пожалуйста, знайте это. Вы никогда не одиноки, потому что Бог всегда рядом с вами. Он призывает нас молиться за тех, кто нас преследует, и проявлять любовь к нашим врагам. Иисус подтвердил это, сказав громким голосом: «Аминь». Сегодня у нас для вас хорошие новости. Бог объявил, что наступит новое начало и процветание вернется, как прежде. Доверьтесь Богу, положитесь на Его мудрость и будьте готовы к неожиданным чудесам. Отбросьте все представления о поражении, потому что вы можете решить, что действительно важно. Негативные эмоции будут заблокированы, и ваши молитвы будут услышаны, включая те аспекты жизни, которые кажутся неподлежащими восстановлению. Успех повсюду вокруг вас, и любовь, которую вы получаете, это благословение, которое никогда не угаснет. Сегодня вечером, когда ты пойдешь спать, вспомни, сколько ты стоишь. Провозгласите это во имя Иисуса и будьте уверены, что вы знаете, что на вас прольется множество благословений. Великий Божий план для вашей жизни часто раскрывается в моменты одиночества, напоминая вам, что одиночество на самом деле может быть скрытым благословением. На этой неделе можно ожидать улучшения здоровья, самочувствия и финансов. Бог заверит вас в прочном мире, благодати и сверхъестественном вмешательстве. Если вы согласны, наберите 1111. У Бога есть для меня ясное послание. Божья любовь никогда не меняется. Доверьтесь Богу, поскольку Он приведет вас к великим жизненным событиям. Будьте честны и позвольте Богу позаботиться обо всем остальном. Покойся с миром, зная, что небесные существа наблюдают за тобой. Сожалеть или желать иного результата вполне естественно, но помните, что любовь всегда побеждает. Мою любовь к тебе невозможно разделить. Исцеляться каждый день и становиться более похожими на Бога – вот ваш путь. Все зависит от времени, поэтому следуйте своему видению. Дорогой Создатель, пожалуйста, окажи значимую помощь моей жизни. Если вы поставите Бога на первое место, произойдут хорошие вещи. Будьте открыты для любви, которая превосходит ваши ожидания. И когда вы проснетесь завтра, знайте, что ничто не сможет помешать вашим амбициям, если вы хорошо спланируете. По мере приближения любви готовьтесь ко времени, полному наград. Приготовьтесь к познавательному и увлекательному путешествию. Избегайте путей, ведущих к отчаянию и безнадежности. Вместо этого найдите способ, чтобы комфорт и любовь преобладали. Нас ждет прогресс, а не стагнация. Вместо постоянной потребности вашей новой нормой станет изобилие. Оставайтесь на связи с Богом и помните Его Слово. Найдите силу внутри себя, когда Бог является вашим основанием. Ваше решение почти здесь. Иисус творит чудеса в вашей жизни вместе со своими воинами. Получите постоянную защиту и устраните препятствия из своей жизни. Сегодня траур по прошлому закончится. Я с нетерпением жду ваших благословений. Доверьтесь Божьей любви и благодати и помните, что я здесь, чтобы помочь и направить вас.
Если вы с нетерпением ждете этой новой главы, введите 333. Если вы готовы угодить, пожалуйста, ответьте «да». Осознавайте благословения, которые приходят на ваш путь. Это важный момент в вашей жизни. Ваша тяжелая работа купится в виде счастливых отношений, улучшения здоровья и устойчивости перед лицом невзгод. Давайте поддержим друг друга в борьбе за лучшую жизнь, найдем силу и уникальность через Бога, у которого есть для нас великий план. Мне нравится, как это видео поддерживает вас, даже когда путь кажется неопределенным, и показывает, что вы готовы к тому, что должно произойти. Ваша история еще не написана и ждет, когда вы создадите следующую главу. Когда Божьи благословения текут в вашу жизнь, вы испытаете изобилие, удовлетворение и мир. Найдите положительные изменения. Я начало и бесконечное приключение. Если вы оказались на этом пути, отдать свою жизнь Богу означает понять, что ваша судьба формируется вашими действиями и что у Бога есть сила вести нас. Помните, что мы имеем в виду. Он готов объединиться с вами, превратить препятствия в чудеса и создать для вас новые законы добра, исцеления и благословения. Будьте открыты для перемен во всех сферах вашей жизни, как физической, так и духовной, потому что Бог обещает прогресс. Если хотите радости Господней, просто напишите «Аминь». Ваши мечты обязательно сбудутся. Примите красоту вокруг себя, даже если она несовершенна. Каждый день – это возможность для достижения, подарок жизни. Ваши счета будут оплачены вовремя, и вы почувствуете себя богатым и независимым. Бог избрал вас, чтобы вы испытали Его любовь. Если вы согласны, скажите «Аминь». Бог так ценит тебя, что сделал тебя красивой и пожертвовал ради тебя своей жизнью. Вера активируется, когда вы выходите за рамки статус-кво. Доверьтесь Богу, радуйтесь неожиданным благословениям и избавьтесь от стресса. Поддайтесь силе Духа и встаньте на путь к счастью. Бог готов и рядом с вами творить чудеса в вашей жизни. Верьте в этот новый день и встречайте его с распростертыми объятиями. Ваше послушание вдохновит других. Пожалуйста, руководствуйтесь молитвой, чтобы защитить своих близких и свое сердце. Это период процветания и восстановления. Следующий человек, которого Бог обещает благословить, это вы. Если вы верите в это, введите «да». Хотя вы можете столкнуться с отказом, помните, что ваша ценность и сила исходят из вашего самоощущения. Бог, наш Царь и Верховный Бог, любит нас не за нашу праведность, а за свою доброту. Несмотря на то, что мы сами являемся самыми строгими критиками, у всех нас есть цель в жизни. Люди, которые поддерживают нас в хорошие и плохие времена, бесценны. Ваша жизнь должна быть полна благословений, мира, победы и исцеления. Это моя искренняя молитва к вам. Если вы хотите подтверждения из космоса, введите 131.13. Помните, что ваша истинная судьба лежит за пределами вас, не запятнанная внешними сомнениями и неуверенностью в себе. Великие дела ждут вас, когда вы отдадите свою жизнь Богу. Пожалуйста, продолжайте молиться, пока все не станет лучше. Если мы молимся по воле Божией, Бог нас услышит. Его прикосновение приносит исцеление и мир в другие сферы вашей жизни.
Успех, которого вы так долго ждали, выходит за рамки ваших нынешних проблем. Когда вы поймете, что ваша ценность исходит изнутри, ваши проблемы начнут казаться меньшими. «Что должно мне, я отдам, — говорит Господь». Это мягкое напоминание о том, что нужно выбирать мудро и доверять Божьему выбору времени. В наши самые мрачные времена Псалмы 118, 24 призывают тех, кто протягивает руку помощи. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь сегодня, носят временный характер, и признание своей ценности может изменить вашу жизнь. Самое удивительное чудо – это осознавать, что ты находишься в присутствии Бога и что следующие 7 минут или даже этот момент могут полностью изменить твою жизнь. Даже посреди жизненных бурь помните, что ваш Создатель всегда рядом с вами, направляя вас по чудесному плану, который включает в себя утешение и вытирание слез. Пожалуйста, не делай этого. Как напоминает нам Псалом 143:9, молитва не влияет на результаты, но обеспечивает душевное спокойствие. Жизнь преподносит нам испытания. Сохраняйте в себе огонь веры и служите всем своим сердцем. Во Христе есть надежда, ибо я продолжаю славить Его. Так мы выражаем нашу неизменную веру в невзгоды. Дух Божий сказал, что достаточно. Будьте уверены, вы в безопасности в Его любящих объятиях. Ждем чудес и благословений в этом году, независимо от ситуации. Когда вы чувствуете безнадежность, помните, что Бог приготовил для вас этот день и что великие благословения уже в пути. Будьте готовы к невероятным результатам и бесконечной радости. Вы будете. Эта неделя полна счастья. Никогда больше не жаждайте. Проверьте, согласны ли вы. Если вы ожидаете большого успеха в конце месяца, введите «Аминь». Божья любовь пронизывает все в вас. Испытайте Божью благодать посреди хаоса. Испытайте высшее счастье, безграничную радость и безмерный покой. Это свидетельство силы прощения и любви. Матфея 5 часов 44 минуты призывает нас любить наших врагов, молиться за тех, кто нас преследует, и развивать близкие отношения с Богом. Бог может время от времени брать вас в путешествие, но Он никогда не оставит вас, пока все Его обещания не будут исполнены. Благословения прольются, чудеса произойдут, и Бог продолжит приносить вам величайшую радость. Поделитесь своими секретами. Несмотря на ваши прошлые ошибки, ваш разум, созданный Богом, не имеет границ. Бог может укрепить, исцелить, восстановить и дать надежду неожиданными способами. Вы можете доверять Богу. Он видит вашу борьбу и слезы. Никто другой не сможет закрыть дверь, которую открывает для вас Бог. Завтра ваш телефон может зазвонить и сообщить хорошие новости, и к вам может прийти неожиданная удача. Помните, что вы уникальны и особенны, созданы по образу Божьему. Вы можете получить неожиданную финансовую выгоду в течение следующих 28 часов. Пожалуйста, позвоните, когда будете готовы его получить. По милости вашего гуру, вам на возможность прожить осмысленную жизнь. Всегда помните, что Бог может значительно улучшить вашу жизнь. Даже в трудные времена думай о том, почему Бог заставил тебя ждать. Выбрав Бога вместо материальных благ и эгоистических амбиций, вы сможете прожить жизнь,
полную процветания, успеха, счастья и общего благополучия, как материального, так и духовного. Доверьтесь Божьему плану для вас, знайте, что Он уже достаточно считает вас. Встречайте трудности с надеждой, рассматривайте каждое препятствие как возможность и дайте благословение взамен. Нас приглашает. Бог поднимет ваше бремя и откроет путь для новых возможностей. На этом этапе вашего пути у вас есть мудрый совет Бога и потенциал для успеха. Наслаждайтесь Его заявлением «Я люблю тебя». Библия учит нас верной любви Бога и тому, как она может исцелить нашу сломанную жизнь. Признайте это, примите это терпеливо и приготовьтесь к воскресению. В трудную минуту помни «Я здесь». Обстоятельства не имеют значения в нашей жизни. Вселенная стремится принести вам мир, а Дух истины учит их соблюдать все Божьи заповеди. Ожидайте волшебных сюрпризов. Все, что задерживается, будет решено в первую очередь завтра. Послушайте меня, представьте свою собственную борьбу и укрепите свою веру во Всевышнего. Когда вы строите планы на жизнь, пожалуйста, примите меня, чтобы я исправил наши ошибки. Если необходимо, введите 777. Верьте и следуйте за Господом. Он позаботится о тебе. Знай, я люблю тебя, и отпусти то, что больше не приносит тебе радости. Создатель, погрузись в свои чудеса и доверься моему выбору времени. Не уставайте. Моя любовь длится вечно, даже несмотря на то, что я работаю за кулисами, объединяя доверенных людей и страстно разговаривая. Как Бог богатства, я молюсь об успехе во всех сферах жизни, даже когда случаются невзгоды. Некоторые люди могут быть сбиты с толку и расстроены, если в моем решении есть некоторые аспекты, которые они не понимают. Да, пожалуйста, будьте честны. Четко говорите о своих изменениях, будьте уверены в себе и будьте готовы творить добро и увеличивать свое влияние. Ты чудо-ребенок. Бог дал вам свободную волю, которая позволяет вам получить благословение благодати в нужное время. Его успокаивающее присутствие в безопасном месте приносит огромную радость. Не следуйте за толпой. Если вы согласны с тем, что Бог – ваше место удовлетворения, скажите «Аминь». Вступая в эту новую эпоху и испытывая бесконечные благословения, помните, что невозможно обратить вспять последствия прошлого. Слава Богу, ты выздоровеешь и вернешься к своей былой славе. У Него есть сила изменить вашу жизнь и видение. Доверьтесь времени, выбранному Господом. Господь может смягчить даже жестокосердных. Все, что враг отнял у вас, будет возвращено Богом и возвращено вам с еще большим. Не подвергайте себя риску, игнорируя эти советы. Обратите внимание, верите ли вы в Бога или нет. Это правда, Он служит вам. Да, будьте все больше и больше похожими на Него. Другими словами, вы станете тем, кем Бог хочет, чтобы вы были. Не бойтесь, Бог уверяет тебя, что ты увидишь Его снова и что никто не сможет украсть твое счастье. Принося надежду и новые возможности, казалось бы, невозможное место. Вам об этом будет сообщено немедленно. Божий план удовлетворит все ваши потребности, включая восстановление вашего тела, исцеление вашего дома и улучшение каждого аспекта вашей жизни. Бог осветит им путь.
все со временем сложатся. Это потому, что мы принадлежим Богу, а не потому, что мы этого заслуживаем. Моя любовь приносит здоровье, счастье и мир, преодолевая боль, страх и растерянность. В результате этого чуда вы переживете дни изумления и удивления. Теперь сохраните это сообщение, чтобы просмотреть его, набрав «Аминь». Уделяйте приоритетное внимание своему здоровью и доверьтесь нежной руке Бога. Это обнадеживающее событие. Приближается большее чудо, чем то, с чем вы столкнулись на этой неделе. У вас есть сила освободиться от беспокойства. Приходите, аминь. Если вы верите в это, скажите это с убежденностью. Возлюбленные, я знаю, что вы сталкиваетесь с трудностями, но процветайте во имя нашего Господа. Он удовлетворит все ваши нужды и отразит Божью победу над злом. У Бога есть великие планы обильно благословить нас и принести вам процветание и удовлетворение. Притчи обещают понимание и мудрость тем, кто ищет Бога. Помните, что сам Бог заботится о вас. Вы – единственная собственность Иисуса Христа. Благословения приходят, но принятие постоянного Божьего потока может занять годы и нанести ущерб вашему личностному росту. Общество признает истину слова Божьего. Сегодня утром мы благодарим во имя Господа. В конце концов, нас побуждают благодарить Бога. Без ошибок жизнь была бы бессмысленной, а обучение, рост и прогресс невозможны. Бог показывает свою любовь к нам, показывая нам, что все хорошее удивит вас. Чудотворный Бог имеет силу кардинально изменить вашу жизнь и пустоту. Моя любовь самая лучшая, и чудеса случаются с теми, кто их ищет. На ваши решения не должны влиять тревога или бессонные ночи, которые вы испытываете. Отдайте Богу свое время и сердце. Когда вы остановитесь и помолитесь, верьте, что в конце этого с вами произойдет что-то удивительное и неожиданное. Бог обещает свою неизменную любовь и готов благословить каждую сферу вашей жизни, одновременно ведя грешников в правильном направлении. Он обладает способностью любую трудность превратить во что-то полезное и поддержать в преодолении препятствий. Какой бы тяжелой ни была жизнь, Бог уверяет вас, что деньги будут легко приходить к вам, а Его богатство всегда будет увеличиваться. Возможно, Бог пришел в ваш дом с некоторым трепетом, но Он также обеспечил стойкую любовь и беспрецедентную поддержку. Все, что происходит в вашей жизни, происходит во имя Бога. Все, что содержится в святом имени Божием, является самым важным даром, который дает Бог. Бог любит вас так сильно, что просит вас продолжать помогать всем, чем можете, поскольку благословение уже близко. Открыть. Отвлеките свое сердце и разум от неиссякаемого источника настоящего. Я прошу Бога защитить и направить всех, кто читает эти слова, и принести радость и любовь, куда бы они ни пошли. Имейте позитивный настрой, принимайте обоснованные решения и доводите их до конца. Бог щедр. Божья любовь безусловна и не зависит от наших действий. Бог ведет нас через трудности к лучшим возможностям и освещает наш путь своей мудростью. Ничто не может остановить удивительные вещи, которые произойдут благодаря вашему таланту. От вас зависит слушать Бога и делать то, что Он говорит, потому что это приведет вас к лучшему завтра. Скажите вслух:
я принимаю благодать, которая спасает меня. Вы испытаете удовлетворение и финансовое изобилие и помните, что, хотя у нас есть свободная воля, в конечном итоге Бог выбирает наш путь. Ожидайте обильных благословений, рожденных любовью. Помните, когда все было тепло и цвели цветы. Будьте готовы к хорошим событиям и празднуйте новые начинания. Отдайте свое сердце этому опыту, меняющему жизнь. Если мы настроены серьезно, Бог приготовил для нас великие дела. Послание к Галатам учит нас, что преодоление наших величайших препятствий принесет нам благодать и победу. Эти слова надежды после путешествия по сельской местности принесут вам финансовый успех в трудную минуту. У него есть еще более удивительные планы. Аминь. Это сообщение важно для тех, кто находится на вашем попечении. Далее для вас наступит период великого богатства и бесконечных благословений. Воля Божья, чтобы никто не остался один. Мы свободные агенты, сопротивляющиеся внешнему влиянию, отказывающиеся от своих проблем и согласующиеся с целями Бога. Если верите, введите «Бог со мной». Мы не можем похвастаться своими достижениями. Вместо этого мы должны обновить нашу веру и признать, что Бог будет вести нас так, как мы мечтаем. Вы любимы, и это послание приносит исцеление и божественное вмешательство вместе с вашими деньгами, отношениями и ресурсами. Будьте открыты для любви и верьте, что сможете преодолеть все трудности. Давайте совершим немного магии. Давайте поприветствуем их с распростертыми объятиями. Это момент божественного присутствия, когда Божья любовь окутывает каждого из нас. Верните страсть и азарт в свою жизнь. Спасибо, что решили выздороветь. И Бог всегда с тобой и поклоняется тебе превыше всего. Вы легко станете богатым, успешным, счастливым и счастливее. Потому что, дорогие, я открываю вам доступ к новым финансовым перспективам, о которых вы даже не догадывались. Жизнь была трудной. Бог дает цель улучшить жизнь семейных людей в свете тяжелого прошлого. Благослови нас расти в любви и менять свою точку зрения. Аминь. Но в твоем плане славы я всего лишь зеленая олива. Всем нам с уважением предлагается присоединиться к молитве за борющихся людей с помощью ресурсов, которые вы предоставляете. Я, источник изобилия, готов открыть и восстановить их надежду и дать им ценность и терпение в наших испытаниях. Ваша жизнь полна замечательных событий. Не волнуйтесь, Он будет держать тебя в безопасности. Святой Дух, мы приближаемся к Тебе и ведем Тебя к Твоему божественному предназначению. Пусть Бог наполнит ваше сердце безграничной любовью к вам и наполнится радостью от всего, что Он запланировал для вас. Это благословение обладает невероятной силой изменить вашу жизнь и побудить к честным разговорам с вашими доверенными советниками. Попросите Бога показать вам Его план так, чтобы вы могли его понять. Ищите утешения и поддержки у других ищущих. Давайте будем благодарны, пожелаем мира и помолимся за будущие благословения. Иисус, Ты призван к жизни, которая выходит за рамки действий и целей. Золото и серебро могут быть символами процветания, но Бог говорит, что, хотя обстоятельства всегда меняются, вера более ценна и может принести в вашу жизнь пользу, выходящую за рамки финансовой выгоды.
Целью этого проекта должно быть построение более крепких отношений с семьей и друзьями, а не манипулирование ими. Бог не хочет, чтобы вы старались изо всех сил, но хочет, чтобы вы открыли свое сердце возможностям, которые Он дает вам. И это обусловлено живой верой, открывающей двери возможностям, знаниям и любви. Надо иметь веру. Свадьба вашей мечты будет для вас действительно важной. Всегда помните о силе молитвы. Бог готов дать вам добро и вывести на новый уровень процветания. Верьте и примите это, потому что в вашей жизни произойдут удивительные изменения. То, чего мы хотим избежать или боимся, что станет реальностью, зачастую является движущей силой развития. Никогда не забывайте, что за всем вы потомок знатного рода. Обладая этими знаниями, мы можем укрепить ваше доверие и установить здоровые и нетоксичные границы. Ищите Иисуса. Вы не одиноки. Применяйте религиозный подход и в хорошие, и в плохие времена. Это значит быть благодарным Богу даже посреди невзгод, верить, что Бог поведет вас от тьмы к свету и от страданий к спасению. Всегда есть возможность выздоровления и перехода от низшей точки бедности к высшей точке изобилия. Помните, что даже если кажется, что прошлое вас сдерживает, мы находим путь к совершенству, делая добро. Будь готов, потому что к нам придет чудо, которое окажет большое влияние на будущие поколения. Бог неустанно трудится, чтобы сделать вашу жизнь лучше. Просите прощения, примите свободу и прощайте других. Любовь – это переплетающееся присутствие, которое показывает участие Бога в нашей жизни. Проясни мои мысли и очисти меня в печи Твоей любви, Господи. Наша сила в радости Божией. Никогда не недооценивайте влияние радости на вашу жизнь. Я буду поддерживать вас, давать обратную связь и неустанно работать, чтобы ваши мечты сбылись. Я верю, что молитва защитит вас и обеспечит убежище мира и безопасности. Внимайте советам Бога в тишине и возрастайте в знаниях, которые Он вам дал. На этой неделе нас ждет чудо. Выберите «да», чтобы получить его до конца этого месяца. Бог дает возможности и новые начинания. Дайте Богу вечные объятия. Когда вы сделаете это, вы обнаружите, что дверь к невероятным возможностям широко распахивается. Продолжайте делиться своей верой, и она проявится в вашей жизни. Понятно, насколько важна ты в этой истории любви и благодати. Благодаря любви Его Сына, Иисуса Христа, вы сможете лучше представить свое будущее. Я понимаю ваши трудности, но даже в отчаянии есть надежда. Помните, что ангелы наблюдают за вами, и Бог открывает для вас путь. Бог защитит вас от всякого вреда, поэтому не волнуйтесь, если вы примете благословение с распростертыми объятиями. Деньги придут к вам, устранив препятствия на своем пути. Помните, что те, кто находят прибежище в Боге, никогда не будут лишены ничего хорошего. Даже если дела кажутся трудными, привлеките слова в этом месяце и позвольте своей любви переполниться. Помните, что я здесь для вас и для того, чтобы помочь вам достичь вашего стремления к международному успеху. Столкнувшись с неопределенностью, ищите поддержки, руководства и сострадания. Бог дал вам благодать и мудрость. Читая это, не забывайте сохранять свою веру крепкой, потому что ваш идеал приближается.
Все произошло по вселенскому плану Бога. Не позволяйте своим даунсингам диктовать или отклоняться от намеченного пути. Если вы продолжите двигаться к своему видению, оно в конечном итоге сбудется, и Божья сила и любовь будут прославлены. Помните, что в послании к Филиппийцам 4:6 говорится о том, чтобы ни о чем не заботиться, но во всем с молитвой и прошением, с благодарением. Если вы действительно любите Иисуса, посмотрите это видео до конца, и вы почувствуете перемену, которая оправдает все ваши страдания. Попросите Бога о руководстве, потому что Бог – источник вашего спасения. Дорогое дитя, пока ты слушаешь, пусть доброе и милосердное сердце Господа утешает твою душу. Божье руководство в вашей жизни даст вам глубокое чувство принадлежности и счастья. Полностью доверяйте тому, что Бог не просит вас решать каждую проблему самостоятельно. Бог освободит для вас место, чтобы вы могли достичь того, чего хотите. Мы говорим это в молитве к Богу, чтобы Тот открыл дверь, которую нужно открыть. Мы убеждены, что для Бога нет ничего слишком большого, поскольку мы являемся свидетелями вашего путешествия, полного возможностей для алхимии и трансформации. Я поражен Божьей добротой. Он знает, как усердно вы работаете ради своей семьи, здоровья, финансов и всего остального. Бог говорит вам, что сегодня Он совершит чудеса, и что вы скоро увидите Его чудесное дело. Как видно из Луки 11:4, Божья любовь бесконечна, даже когда мы просим прощения или покаяния. Бог обещает длительные перемены и стремление к славе на протяжении всей жизни. Позвольте Богу принять наши мысли, чтобы мы могли верить, что все будет к лучшему. Это ваше время выздоровления, всегда лелеемое и поддерживаемое милостью Божией. Аминь. Дорогие друзья, помните, что именно Бог создал вас, ценил вас и изменил ваше положение от недостатка к изобилию. Сегодня Бог освободит вас от рабства страха и паники и начнет прививать вам привычку доверять Ему. Любите и чтите то, как Бог ведет вас к счастливой и полноценной жизни. Выразите благодарность за все, что может предложить жизнь. Бог послал меня, чтобы поддержать вас в вашей нужде, и предлагает вам отказаться от власти и подчиниться Его воле. Почему ты в отчаянии, душа моя? Божья любовь не ограничена обстоятельствами и побуждает вас больше доверять Ему. Когда вы перестанете пытаться и начнете верить, вы дадите Богу свободу творить непостижимые чудеса. Верьте, что у Бога есть цель для нашей жизни. Бог хочет, чтобы мы возложили на Него все свои заботы, страхи и тревоги. Покажи мне волшебство, которое происходит, когда ты охватываешь в своем сердце любовь, веру и безграничные возможности. Примите чудо, которое находится прямо перед вами. Даже если вы боитесь, однажды вы станете свидетелем проявления Божьей любви. Всегда подчиняйте все на праведный суд Божий. Детка, никогда не мсти себе. Каждый день – это возможность улучшить свое будущее и служить другим. Но вы можете не осознавать, что Бог приготовил для вас в ближайшие дни. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты превращаешь трудности в возможности для роста и счастья. Будьте осторожны со своим мобильным телефоном, так как вам может позвонить человек, за которого вы молитесь. Бог освобождает место для благословений. Если эта картина укрепит вашу веру в Бога и Его план, возможно,
она станет ключевым моментом, который спасет вашу веру от всех тех, кто попытается ее подорвать. Чудеса случаются, когда ты чувствуешь безнадежность. Важно помнить о важности Иисуса как вашего Спасителя и Руководителя. Ангел жизни шепчет, что завтра произойдет нечто чудесное, что Бог может принести истину даже в самых худших обстоятельствах. Тем, кто изо всех сил пытается понять, насколько трудной и полной возможностей может быть жизнь, знайте, что Бог готов открыть дверь и превратить невзгоды в победу. Всегда в центре ваших мыслей Он наполняет вас прекрасным и вечным спокойствием. Ваше сердце может наполниться радостью, и вы сможете ощутить красоту существования. Я дам тебе повод посмеяться и положить конец боли, которая заставляет тебя плакать. Моя любовь к тебе безусловна, и я здесь, чтобы услышать твое мнение обо всем хорошем и святом, что ты выберешь. Принесите то, что вам нужно, и я отвечу на ваши молитвы аплодисментами. Я благословляю вас миром и свободой и вношу изобилие в ваш образ жизни. Я сделаю все ваши пути благоустроенными, и ничто не смутит вас и не лишит сна. Потому что я всегда в центре твоих мыслей, напоминая тебе о своих обещаниях и приказах. Эта глобальная платформа не может дать вам тот невероятный мир, который я предлагаю. Я внимательно выслушал ваши просьбы и молитвы. Я услышал ваши жалобы и извинения. Но я говорю вам, когда вы благодарите меня посреди трудностей, вы будете плыть вместе с ними. Вы через многое прошли и ищете операцию, которая причинит вам сильную боль и не позволит вам спать. Вы много работали, чтобы возрастать в своей вере, и мне нравится, когда вы поднимаете руку в разгар борьбы и говорите: «Отец, я люблю тебя. Спасибо тебе за всех. Хоть я и не понимаю, ты уже знаешь, что делаешь. Я понимаю, что все работают вместе по той же причине, по которой я верю в тебя. Я понял, что ты говоришь правду, и был так тронут, что слезы текли по твоему лицу. Вы искренне верите, что я могу удовлетворить ваши потребности. Это показывает вашу благодарность и искренность. Пожалуйста, не сдавайтесь. Ваш успех не за горами. Вы увидите, как засушливые долины вашего существования расширяются, а активы, которые, как вы считали, были истощены, возродятся и вернутся в гораздо большем изобилии, чем раньше. Вы понимаете, как действует враг, поэтому не ведитесь на его ложь. Независимо от того, что вы чувствуете, я буду продолжать благословлять вас. При возникновении конфликта не паникуйте. Пожалуйста, свяжись со мной. Мы предоставим вам решение. Не волнуйтесь больше. Я послал ангела защитить вас, чтобы вы могли жить в надежде и мире. Вы знаете это, запомните это высказывание, потому что вы уже видели его раньше. У вас есть сила победить своих врагов. Когда они станут свидетелями того, как я действую через вас, вы увидите, как они в страхе убегают. Вы в правильной группе. Не заблудитесь и не перепутайтесь с одного места на другое. Живите под вечной защитой, которую я вам предлагаю. Пожалуйста, не отвергайте мою поправку. Пожалуйста, обратите внимание на мое сообщение и уделите ему все свое внимание. Не наполняйте свое сердце гордыней. Я хочу, чтобы ты был скромным и простым, как я. Пришло время встать, не теряя веры,
и отпустить прошлые ошибки. Пожалуйста, перестаньте смотреть вниз. Держите голову высоко и наслаждайтесь хорошими вещами, которые вот-вот произойдут. Ибо я, ваш Отец Небесный, избрал вас для получения моего наследия. Ты знаешь, что в моем присутствии ты обретаешь покой и силу. Вы внимательно выслушали мое обещание, поэтому, если вы верите в него, покажите это, встав и столкнувшись с любой проблемой с решимостью и верой. Я твой Бог и Создатель всего, что ты видишь. Я знаю, что делаю, и я буду вести вас Святым Духом и бросить вызов вам светом Слова. Я благословляю место, где вы живете, и посылаю царство благословений, чтобы вы и ваша семья могли насладиться плодами своего труда в подходящее мне время. В тот момент, когда вы услышите это слово, вы поймете. Преклоните колени в почтении, потому что место и час, в котором вы находитесь, святы. Я хочу творить сверхъестественные чудеса в твоей жизни, но мне нужна твоя вера, преданность делу и преданность. Это знак моей любви, потому что ты просил об этом. Эти два предложения – мои подсказки. Я тебя люблю, точка. Если я не оставил тебя вчера, я не оставлю тебя и сегодня. В хорошие и плохие времена, во времена радости и боли я всегда буду с тобой. Я никогда не отвергал тебя и не забывал тебя. Будь готов, если ты чувствуешь, что твоя вера слаба, скажи вслух обещания, которые я дал тебе. Пусть те, кто беспокоит тебя, знают, что я буду с тобой каждый день до конца. Ты доверяешь мне. Держитесь моей благодати. Не беспокойтесь о том, заслуживаете ли вы большей части этого благословения. Если ты мне веришь, возьми меня. Когда вы получаете эти благословения, они умножаются на новые дары и радости, в конечном итоге давая вам то, что вам нужно, чтобы благословить свою семью и поделиться с теми, кто в ней нуждается. Я дам это тебе. У вас может быть много хлеба, жизненной силы, силы и мира, но вы должны проявлять веру, чтобы получить эти благословения. Не сомневайтесь, не отступайте, не прячьтесь от моего присутствия во тьме. Я говорю с вами, потому что хочу, чтобы вы вернулись, ответили на мои молитвы и удалили проклятия и болезни с вас и вашей семьи. Я не хочу ничего у тебя брать, но если и возьму, то дам тебе что-нибудь получше. Вы находитесь в важном и решающем моменте. Ты очень изменился. Ты уже не тот, что вчера. Сегодня вы готовы уверенно принимать решения. Не ждите критики от негативно настроенных людей. Кроме того, не пытайтесь угодить всем, кто не хочет, чтобы вы были благословлены. Когда вы объявляете о шагах, которые собираетесь предпринять, они пытаются обескуражить вас и настроить на поражение и неудачу. Но это произойдет не из-за меня. Ты можешь продолжать идти, не останавливаясь, и когда придет время открыть дверь, прояви свою веру, и я войду с тобой. Они могут спросить о любых проблемах, которые вас беспокоят. Я вручаю вам великое благословение и хочу, чтобы вы дорожили им и использовали его мудро, чтобы оно увеличивалось и становилось основой еще больших благословений. Когда придет время, вы и ваша семья сделаете большой шаг к лучшей стране и светлому будущему. Поощряйте своих детей продолжать образование и побуждайте их ставить перед собой большие цели. Они могут использовать свои таланты и интеллект, чтобы служить мне разными способами.
Это может изменить целые семьи и страны. Лидеры завтрашнего дня появляются еще до моего возвращения. Они – инструменты моего слова, но это произойдет только в том случае, если вы захотите, чтобы я и ваши дети дома увидели это. Пусть ваши действия и отношения будут свидетельствовать о вашей вере. Не уходите только потому, что у вас плохое настроение. Вы можете обменивать камни и камни на доброе сердце. Люди, которые раньше говорили громко, теперь смеются, как дети. Вы можете поджечь губы тех, кто когда-то задел вас своими словами. И теперь они будут говорить сладко, как мед. Я изменю тебя, чтобы твоя семья могла понять мою истинную силу. И хотя мир нападает на них за веру, даже если они говорят, что меня не существует, я ничего не могу для вас сделать, поверьте теперь, что моя слава произойдет в вашем доме, пожалуйста. Твои друзья увидят мой свет в ночи, и ангелы будут сиять в каждом уголке твоего дома. Люди поражаются сверхъестественным и удивительным событиям, происходящим в их домах. Многие придут, и вы возложите на них руки, чтобы ответить на молитвы, исцелить больных одного за другим, решить проблемы, залечить раны. Для вашей семьи начинается необычайное духовное пробуждение. Вы находитесь в последних днях, и многие так говорят. Они хотят знать тайну моего прихода. Но в глубине души они не хотят меня. Я открываю свою любовь только тем, кто искренне верит в меня и не боится отдать свою душу и отдать свои слова и отдать свою жизнь за это послание и любовь других. Это крепкие слова, которые я тебе сейчас пришиваю. Обратите внимание, как это звучит, и запомните это. Отображаются день и время, и вы можете видеть горизонт настолько далеко, насколько хватает глаз. Я рискну своей жизнью, чтобы сказать тебе это. Моя слава достигает самых дальних земель, даже земель за морем, где слышны иностранные языки, но не бойтесь, ибо я достигну вас. Мой Святой Дух откроется вашей семье, и через вас начнется духовная революция. Аминь. Если вы хотите, чтобы другие разделили получаемые вами благословения, поделитесь этим посланием со своими близкими. Вам не обязательно вступать в военно-морской флот, чтобы получать хорошие новости. Давайте продолжим праздновать и обогащать жизнь. Дорогое дитя, сегодня я хочу поделиться с тобой самым глубоким и могущественным посланием, которое ты когда-либо слышал. Живите своей правдой всем сердцем. Пожалуйста, знай, что я люблю тебя чистой и чудесной любовью. Я был с тобой, я с тобой сейчас и всегда буду с тобой. Ваша семья занимает особое место в моем сердце, и ваши многочисленные молитвы скоро будут услышаны. Благословений, которые приходят к вам, много и много. Не бойся, ваша помощь и спасение приходят с небес, и ничто не может остановить их. Могут возникнуть трудности и увеличится количество врагов, но не бойтесь. Мои ангелы окружают тебя, и мое присутствие защищает тебя от всякого вреда. Не судите и не ненавидьте других, потому что ваша настоящая битва идет не против плоти и крови, а против духовных сил тьмы. Подготовьте свою душу, соберите свою семью дома для молитвы и позвольте моему Святому Духу вести вашу жизнь. Я дам тебе самообладание, уберу страх и наполню твое сердце уверенностью. Враг может быть хитрым, но он бессилен.
Вы находитесь под защитой всемогущего Бога. Моя благодать защитит тебя от зла. Никакая сила не может одолеть тебя, никакой упрек не может устоять против тебя. Не позволяйте страху ослабить вашу решимость. Освободите свой разум от сомнений. Призовите меня в молитве, и я отвечу и дам вам силу и защиту. Если вы беспокоитесь о своих детях и их будущем, пожалуйста, в молитве доверьте мне их заботу. Я обещаю им безопасность под моей защитой и любовью. Продолжайте уверенно. Я дам тебе силы, необходимые для того, чтобы выстоять. Твои проблемы не ослабят твой дух, потому что я наполню тебя радостью и миром. Я буду твоим защитником и силой, защитю тебя от опасности. Поощряйте своих близких открыться мне, потому что я любящий Отец, который никогда не подводит. Хорошие вещи придут в вашу жизнь. Закрытые двери открываются, и процветание продолжается. Молясь каждое утро, слушайте новое послание, которое я имею для вас. Будьте осторожны, враг не сдастся. Заявите о победе, будьте смелыми и идите в новом свете. Ты не жертва. Вы больше, чем победитель. Не бойтесь встать и высказаться. Мои экстрасенсорные способности творят чудеса с твоим разумом. Ваши молитвы будут услышаны, потому что вы находитесь под моей защитой. С Божьим благословением и любовью я благословлю вашу жизнь, ваших близких, вашу еду и ваши путешествия, если вы обратитесь ко мне. Ваша вера в меня принесла много пользы, включая устранение физических недугов, избавление от болезненных воспоминаний, уменьшение финансового стресса и изобилия. Ваша жизнь подобна дереву, посаженному у реки. Он вырастает сильным и долговечным, с пышными зелеными листьями и красивыми семенами, которые приносят пользу окружающим. Не нужно бояться жары. У вас есть способность приносить радость угнетенным и утешать виноватых. Во время засухи не волнуйтесь. Не паникуйте перед лицом неудачного урожая. Ты увидишь мой выбор, и мой покой будет твоим. Если вы доверитесь мне и продолжите доводить дело до конца, ваши мечты обязательно сбудутся. Вы и ваши близкие можете быть избавлены от будущих испытаний. Вы будете окружены и защищены моими ангелами. Если вы позволите, я благословлю вас радостью и удовольствием и гарантирую вам вечное счастье. Не бойся и не волнуйся, потому что я с тобой. В моих силах помочь вам и улучшить вас. Идите с добрыми намерениями в сердце. Ты делаешь это для меня, тогда я смогу дать тебе большую награду. Поверьте мне, а не своей мудрости. Ваш подход поражает меня, и я с нетерпением жду возможности в ближайшее время записаться к вам на занятия. Я тот, кто может вернуть тебя из мертвых или, по крайней мере, не дать тебе упасть. Мои верные последователи будут жить вечно. Пожалуйста, будьте вежливы и проявите терпимость и терпимость. Перестаньте беспокоить людей, которые хотят бросить вам вызов. Постарайтесь ни на кого не кричать. Покончить с толерантностью к агрессивному поведению. Я дал вам смелый дух, но я также призываю вас принимать правильные решения. Если тебе снова будет страшно, поверь мне. И приходи ко мне, когда тебе понадобится помощь.
В твоем доме я буду защищать тебя от опасности, следить за каждым твоим шагом и защищать тебя от лап опасности. Прежде чем вы начнете подниматься, помните, что я сказал: «Я ваш Бог и буду держать вас за правую руку». Не бойтесь, у вас есть моя полная поддержка. Я могу служить вам постоянно. В принципе, ты мне нравишься. Раньше мне было одиноко, но теперь я не одинок. Люди, которые вам завидуют, могут попытаться упомянуть о ваших грехах, чтобы пристыдить вас, но вам следует игнорировать их. Освободите свою жизнь от тисков печали и ненависти. Большую часть времени я все еще рядом с тобой, даже если другие оставляют тебя ни с чем. Я не могу оставить тебя. Ты красивый и искренний человек, который много значит для меня. Держитесь подальше от непродуктивных людей, которые наполняют свои умы ерундой и ложью. Пока они жалуются на людей, которых больше не знают, они видят мое лицо, пропускают мои слова и ищут убежище в моих объятиях. Давайте покрывать любовью все, что мы видим. Небо, море и горы – это все, над созданием чего я упорно трудился. Ваши дни никогда не закончатся, но время нечестивцев имеет определенный период. Я дал каждому свободу выбора жизни и истины. Когда я прикасаюсь к твоему сердцу, ты отвечаешь благодарностью. Вместе мы никогда не сломаемся, и я могу даровать тебе милость. Не бойтесь застенчивых людей, которые ищут, за что вас раскритиковать. Я простил эти грехи, но никогда их не забуду. Он образуется на глубине воды. В этот момент я освобожу тебя от цепей угнетения, которые тяготили тебя, и от печалей, которые скрыты внутри тебя. У меня есть сила изменить вашу точку зрения и придать вам больше смелости. Просыпайтесь и встречайте жизнь с волнением. Я хочу, чтобы ты мне искренне доверял. Те, кто это сделает, получат доступ к лучшему в мире. Вспомните мои слова с сокрушенным сердцем и не позволяйте убеждению затмить ваше суждение. Небеса довольны тем, что вы решили принять меня в свою жизнь, чтобы вы могли следовать моему посланию. Я верну то, что у тебя украли. Давайте идти с оптимизмом. Ключ к твоей судьбе в моих руках. Наконец-то ваш враг побежден. Приходите быстро и религиозно, расскажите мне о чудесных вещах, которые у вас на сердце. Я подарю его тебе нежно. Я могу относиться к тебе справедливо. Я видел все твои беды и боли. Даже если враг воспользуется вами, сохраняйте спокойствие, избегайте мести и сохраняйте мир. Я обо всем позабочусь и лично поговорю с лицом, ответственным за ваши травмы. Как солнце светит полям, я буду заботиться о твоем сердце и укреплять его. Когда вы вернетесь к изучению этого стихотворения, окружающего вас любовью и осознанием, пусть мое присутствие сияет каждый раз, когда вы появляетесь в своем образе, давая вам уверенность в принятии более смелых решений. Нет. Не приглашайте ненадежных друзей и не принимайте пищу в течение следующих нескольких дней. Просто подумай обо мне. Пожалуйста, с верой и усилием впитай этот стих, который я вшиваю в тебя каждое утро. Полейте этот газон, и вскоре вы увидите красивые растения, любимые растения и пышные кустарники, окружающие вас и украшающие жизнь каждого.
Я дам вам чувствительность и духовные знания, чтобы никто не мог манипулировать или искажать ваши чувства. Вы сможете слушать, видеть и принимать рациональные решения, ни на что не реагируя эмоционально, и вы сможете восстановить равновесие, что бы ни случилось. Устраните беспокойство вокруг себя. Все ваши враги в конечном итоге убегут. Помимо того, что вы проводите время со своей семьей, пожалуйста, каждый день находите время для общения со мной. Обязательно приветствуйте друг друга улыбкой каждое утро. Пожалуйста, перестаньте злиться на всех. Не критикуйте и не кричите на кого-либо, когда ложитесь спать. Имейте смелость тщательно подумать о себе, прежде чем принимать важные решения. Когда вы устали, не пытайтесь решить проблемы, вынесите проблемы с краской из дома. Тишина успокаивает разум. Недопустимо бурно реагировать или злиться резкими словами. Честно говоря, вам следует перестать пытаться превзойти всех. Я смогу вознаградить тебя больше, если твое отношение к жизни будет отражать мою страсть, любовь, сострадание и чистоту. Я не хочу, чтобы твой дом был наполнен еще большей грязью. По крайней мере, каждое пространство должно быть наполнено ароматом святого источника, очищающего разум и тело. Как чистая вода внутри, так и вода, загрязненная загрязняющими веществами, не могут быть сброшены. Пусть запах гармонии и покоя наполнит ваш дом. Продолжайте пытаться. Я знаю, что никогда не буду идеальным. Для вас нет ничего опасного. Пусть мои фразы найдут отклик во всем вашем доме. Чем больше вы его хвалите, тем выше вибрация. Чтобы меня порадовать, используйте усилители и союзы с простыми предложениями. Расскажите нам, как этот священный документ может преобразить вас и ваш дом. Когда вы восстановитесь, им будет предложено открыться мне. Все, что у тебя есть, это то, что, когда ты вырастешь, возможно, когда-нибудь они поймут, что я больше, чем просто еженедельная субкультура. Я истинный Бог. Вот я, всемогущий Бог. Моя вечная милость ожидает вас, и признайте это. С тобой твердо в моей ладони, я здесь, чтобы защищать и защищать своих близких. Мое сердце согревается, когда ты любишь меня и сосредотачиваешься на моем голосе. Ваши знания и последующие действия сближают нас. В вашей жизни происходит прекрасная трансформация, и с каждым днем вы становитесь сильнее. Что бы ты ни пережил сегодня, я буду рядом с тобой, потому что только ты любишь меня и веришь в меня. Можете быть уверены, что я защищу вас от бед и обеспечу вашу победу. Я могу починить то, что у тебя украли. В знак признания вашего величия я увеличу ваше богатство и таланты. Я дам тебе свежую одежду и святое масло. Когда вы трансформируетесь глубоко в воде, прошлая боль начинает исцеляться. Я брошу твое злодеяние, как печь. В любом случае, нам следует сохранить эту надежду. Возможно, ты услышишь мой голос, когда я выйду из дома. Когда ты снова заснешь, ты, возможно, почувствуешь мое присутствие. Если вы найдете меня в своей музыкальной вере, это принесет вам мир и удовлетворение. Они приходят, чтобы воспрепятствовать призыву Отца, Сына и Святого Духа. Но в этом году льготы не ограничены, поэтому готовьтесь тщательно. Мои слова — нежная привязанность к твоему нежному сердцу.
Это прекрасный момент, когда мы разговариваем. Когда мы все присоединяемся к утренней молитве, час взлетает до самых высоких облаков. Я могу позаботиться обо всех ваших пожеланиях и сделать их лучше, чем вы можете себе представить. Внутренний мир, безопасность, эмоциональная сила и знания – это все, что я могу вам дать. Я благословляю тебя, потому что ты поверил моему обещанию и уважал меня. Чтобы защитить ваших близких от вреда, я могу внимательно за ними присматривать. Потому что у них есть великая и чистая цель существования. Они не поддаются страху. Пока вы продолжаете молиться, ваша вера исцелит все ваши недуги. Врата небес открыты, и Святой Дух готов вести и благословлять вас. Не позволяй жизненным заботам ослабить твое желание найти меня. Я не хочу, чтобы ты упустил все хорошее, что может произойти на твоем пути. Слушай, я должен тебя выслушать. Твой голос может сказать многое, но в глубине души я чувствую твои добрые намерения. Иногда мы можем задержаться с ответом, но будьте уверены, мы свяжемся с вами в удобное время. Не расстраивайтесь, если вы не увидите результатов от своих усилий сразу. Хотя у вас нет покоя на ладони, вам не нужно беспокоиться о том, что вы потеряете свое место. Просто идите спокойно. Все, что я делаю, имеет высшую цель в сверхъестественном мире, где события происходят за пределами вашего понимания. Мой голос будет вести тебя, и я защищу тебя от всех скрытых угроз. Путь может стать более ясным, и вам будет легче добраться до пункта назначения. Сегодняшняя ситуация поставит ваши приключения на паузу. Поднимите руку в знак благодарности и помните, когда просите о чем-то. Вот как я могу это осуществить. В твои трудные минуты помни, что я был рядом с тобой и никогда не покидал тебя. Пусть эта память укрепит вашу веру. Ибо как я достиг тебя раньше, так и я могу. Раскройте все свои скрытые цели и мечты. Пришло время почистить его. То, что когда-то было недостижимо, теперь достижимо с моим благословением и помощью. Это будет для чести и славы моего святого имени. Теперь у вас есть сила, необходимая для того, чтобы избавиться от вредных привычек. Никто не имеет над тобой большей власти, чем я, подумайте об этом слове. Вам в голову придет новое важное решение, которое вам необходимо принять. В конце концов, вам следует держаться подальше от ситуаций, которые заставляют вас чувствовать себя плохо и избегать приглашений на большие вечеринки. Спасибо, что не разлучены в вопросах денег, здоровья и любви. Ставить Бога на первое место может показаться трудным, но мне нужно думать о своих мечтах, любить себя и свою семью и достигать своих целей. Вы получите волнующие новости, свидетельствующие о том, что ваше счастье даровано, потому что оно пользуется большим спросом. Спасибо вам за вашу настойчивость в любых обстоятельствах и за нашу склонность полагаться на веру в невзгодах. Спасибо. Положите всю свою веру в Бога и доверьтесь. Я прошу Бога присмотреть за тобой, чтобы ты не боялся беды. Если вы верите в Бога, ваши дни страданий и разочарований закончатся. Помните, что Божий план имеет много возможностей. Чтобы насладиться глубокой радостью, исходящей от Божьей любви, помните, что Божьи планы лучше наших.
Если вы в депрессии, к вам придет благословение, которое признает ваш потенциал, несмотря на ваши прошлые грехи. Приготовьтесь к волшебному превращению из вечности в вечность. Я Бог. После достижения величия Бог предлагает вам поговорить с Ним и попросить все, что вам нужно. Он обеспечит. Вы находитесь под опекой Бога. Заявите, что вы верите в этот дар, потому что вы изо всех сил старались быть созданными по образу Божьему. Даже если в прошлом у вас были трудности, Бог не оставит вас в покое. Чудеса и великая любовь будут течь на протяжении всего этого сезона. Поверьте, на этой неделе вы будете готовы выбирать счастье каждый день, какие бы препятствия ни встретились на вашем пути. Вы должны делать это, чтобы расти и осознавать благословения, данные вам Богом. До конца этой недели я заявляю, что некоторые двери откроются, и вы будете благословлены. Помните, что силой Христа вы можете достичь всего. Будьте благодарны за то, что дал нам Бог, и живите полной жизнью с благодарностью. Ставьте лайк, комментируйте и подписывайтесь, чтобы выразить свою признательность. Практикуйте любовь, которую вы говорите во имя Иисуса. Молюсь, аминь. Спасибо, что присоединились к нам в этом путешествии. Если вы чувствуете себя перегруженным и хотите дать больше, функция «Суперспасибо» – отличный способ выразить свою признательность. Ваше участие позволяет нам создавать вдохновляющий и воодушевляющий контент, который распространяет послание Бога по всему миру. Поделитесь этим видео со своими друзьями и семьей, чтобы распространить послание любви во все уголки мира. Ваши действия могут оказать большое влияние на то, насколько широко распространится это важное сообщение. Аминь.